Militer Rusia secara penuh mengambil alih dan menguasai kota Severodonetsk, timur Ukraina. Kemenangan di salah satu kota penting di Donbas ini diumumkan dalam Rapat Pertahanan Nasional Federasi Rusia oleh Menteri Pertahanan Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, Selasa 7 Juni. Per hari ini, 97% wilayah Republik Rakyat Lugansk telah dibebaskan. Area pemukiman Severodonetsk sepenuhnya di bawah kendali, kata Jenderal Shoigu dilansir Tribun Timur dari media resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Rabu 8 Juni. Militer Rusia tidak akan berhenti hingga target membebaskan Donbas dari Ukraina tercapai. Pengambilalihan zona industri dan pemukiman terus berlanjut. Serangan ke arah Popasnaya sedang berlangsung. 51 unit peralatan militer asing dihancurkan militer Rusia selama 10 hari terakhir dari operasi militer khusus. За последние 10 дней специальной военной операции уничтожено 51 единица зарубежной военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, 21 155 миллиметровая гаубица, 2 РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов. За 5 дней в плен сдались 126 военнослужащих вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек. На освобожденных территориях Донбасса продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни. В Мариуполе поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали функционировать первые социальные объекты. Продолжаются работы по разминированию. Всего проверено около 3000 гектаров, обезврежено почти 15 тысяч взрывоопасных предметов. От мин полностью очищена территория завода «Азовсталь», в том числе его подземное сооружение. Завершено разминирование Мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда. Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного Главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах. В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины. Продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, 2 нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик в ходе специальной военной операции. Кроме того, на освобожденных территориях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Украины. Отступая, украинские националисты стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики. В свою очередь, российские военные, освобождая Донбасс, берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития ekonomi region. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.